Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал IQT24, с вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green, и к нам сегодня в гости пришла фотограф Анна Петерсон. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей кулинарном ток-шоу. И учитывая, что у нас такой концепт, с чем вы к нам сегодня пожаловали? Вот. Сегодня мы приготовим рис с креветками по-азиатски. По-азиатски. Почему выбор пал именно на это блюдо? Ну, я очень люблю азиатскую кухню. А- Она готовится очень легко, быстро и вкусно. Быстро. Ага. Хорошо, а как долго времени потребуется? Ну, буквально минут 30, наверное. Единственное, что я заранее замариновала креветки, потому что им нужно немножечко помариноваться минут 20-30. Так как у нас ограничено время в программе, я их поэтому заранее приготовила. Да, чуть-чуть замариновали. Да. А Да. как вы это делаете? Так, очистили, да, я так почистила креветки, растительное масло, паприка, соль, перец, все. И И лимон. И да, лимон, ну, какое-то время они там лежат. Да, и минут 20-30 они маринуются. А почему страсть именно к азиатской кухне? Вообще, Да, я вообще любите? люблю Азию. Да? Да. Страсть, короче, да? Хорошо, а вы вообще любите готовить? Ну, скажем, по настроению. По настроению? Ну да, скорее всего так, да. Ну хорошо, раз уж что где-то полчаса, давайте начинать. Ну и давайте как бы это параллельно все делать. Может быть, если какая-то вдруг помощь нужна, я могу вам Хорошо. что-то там Начнем помогать. мы сначала сварим рис. С риса, да. Да, Ну, потому давайте что он вот дольше всего будет готовиться, поэтому... Сотейник у нас готов. Рис нужно хорошо промыть. Промыли У меня уже. длиннозерновой пропаренный рис. Ага. Вот. Да, и заливаем водой, да? Заливаем водичкой. Так вот, чуть-чуть сюда. А, вот сюда, чтобы Чуть-чуть. Ага, все. И сполоснуть, да? Водички много сильно не надо, ага. А как вы готовите рис? Вот так, и все, достаточно? Все, хватит. Хватит? Да, Правда? хватит. Так, ладно. Потому что же, ну, рис готовить, это же целое дело. Обычно, ну, вот азиаты, они готовят рисоварки и все прочее. Нет, вот такой рис, он быстро готовится. Пропаренный. Да, потому что- пропаренный, ну ага. все. Тем более, что он промытый. Да, промытый, его хорошо нужно промыть. Мгм. Прямо там 3-4 раза в водичке, чтобы водичка была чистенькая. Прям. Ага. И он быстро И варится. просто пока ждем. Да, пока у нас варится рис, мы можем порезать овощи. Хорошо. И пока нарезайте, сразу первый вопрос. Чьих вы будете и как дошли до жизни такой? Я Да, я вас предупреждал. Это такая своего рода визитка. Откуда вы родом? И да. родом я из Якутска, родилась, выросла Так. здесь. Сразу вопрос. Откуда фамилия? Прибалтика. Интересная очень. Прибалтика. Ага. Дедушка у меня прибалтийских кровей. Ага. Попал сюда, в Якутию, во время войны. Войны. Второй. Да, Или первый? второй. Второй. Хорошо. Да, прабабушка у меня якутка. Мгм. Так что у меня во мне якутские крови. Мгм. То есть я намешана разных кровей. Вот. Интернациональная, скажем так. Да. Хорошо, смотрите, уже начинает кипеть, поэтому вот видите, Да, он очень быстро варится, пусть да. покипит. Ну, скорее всего, надо, чтобы он подкипал и все, да? Бурлил прямо, наверное, не нужно. Да, пусть. Тогда я вот варится. просто огонь потише сделаю. Тут своеобразная такая плитка индукционная. Значит, школу здесь заканчивали. Школу я закончила здесь. И Институт что я вы- закончила тоже здесь. Какой? Вот, сразу вопрос. Так, ну, по профилю, которому я занимаюсь, я закончила якутский филиал Московского института современного искусства. Так, возвращаясь в те времена, ну, допустим, вы вчерашняя школьница, выпускница, и что, вы сразу начали поступать? То есть вы знали, что будете фотографом? Не, Да. на самом деле я хотела сначала пойти на медицинский, Так. хотела стать медиком, но после посещения анатомического музея я резко перехотела. Потом я думала, что я пойду... Сказали, о господи, и все. Да. Мне стало там что-то Ага. вот не очень хорошо. И потом я подумала, что пойду я в переводчики. Я Так. целый год после школы ходила на курсы английского языка. Но потом открылся наш институт. Мгм. И я пошла туда, ну, так как я с детства еще любила рисовать и тому подобное, я пошла на Ну, художника. какое-то все равно было творческое что-то было, да? Да, Ага. вот. Отучилась я по профилю художник, дизайнер, фотограф. Единственные мы Художник, дизайнер, фотограф, Да. ну, то есть... Единственные мы, когда учились,
третий курс был у нас, преподавался единственный раз фотография. Мгм. Но это был такой предмет, кто хочет, ходит, кто не хочет. не Это ходит. типа факультатива? Да. Но я пошла, я, конечно, ходила и стала аттестованным фотографом. Мгм. В А итоге. какой год это был? Так, это был где-то, знаете, год 2002-2003. Потому что 2003-2004 я уже работала. Я Ну, уже то есть это, работала. получается, уже только-только цифра начинала входить, Я было, еще были училась, пленки. Я еще да. училась на ФЭДе. Еще На ФЭДе? Да. Феликс У меня был Дзержинский, да. ФЭД. Проявка, фиксаж, Да, проявитель. да. Это все кислота, темные комнаты, романтика, да, своя? Красота была. Да. Ну, хотя мы уже в то время, мы, конечно, пробовали проявлять, но в то время уже на ФЭДе, то есть пленка подходила. Ну, 35-я, Можно было, да, да, стандартная пленка. ее Ага. проявить и в лаборатории отнести. Да, благо лаборатории коммерческие начинали появляться, да, по-моему? Да. И вот так получилось, что 2003-2004 год я работала еженедельник в наше время. Мгм. Ну, то есть вы уже как бы дипломированный специалист, фотограф. Нет, я училась еще. А еще и Я учились, и еще уже училась, работали? уже работала. Ну то есть... Да, а параллельно. То есть, получается, у меня делала дипломную работу и работала. И вот, Помните первую фотосессию свою? конечно, Да, как и- же ее забудешь? Да, ну самая волнительная, скорее всего. же, да? Очень. Когда я Редакция работала, куда-то отправила, да? да, работаю. Так получилось, что наш штатный фотограф немножко приболел. Так. А так как я была его ученицей, то есть я все же училась у него там, с ним иногда ходила на разные репортажи, отправили меня на репортаж. Рис, у нас все нормально? Так, его нужно помешать чуть-чуть, ложечку нужно. Я просто смотрю, что там уже вода выкипает потихоньку. Так, Водички чуть-чуть добавить? можно уменьшить, да, можно чуть-чуть водичку. Водички добавить, да. Потому что я что-то чувствую, что это может подгореть. Все, харе, ага. Харе? Вот, Так, ладно. да. И меня отправили на репортаж, сунули мне камеру и сказали, давай, ты ходила на репортажи с фотографом? Иди Ну, щелкай. Да. Мгм. Ну, и первый мой клиент, так сказать, моя, Человек, которого да, фотографировали. моя модель Ага. был Арсен Сергеевич Николаевич. Да ладно. Да, тогда еще был Алмаз-Эргенбанк. Он председатель правления Да, тогда да. в те времена. Ага. Ага. Ну надо же. И волнение было? Еще как? Вы знаете, Ну, конечно, я была да. молодая, я только сквозь камеру и смотрела, даже боялась глазки-то поднять на него. Вот. Так, и что, получилось? Получилось, но главный редактор Кирилл Викторович меня похвалил. Сказал, что я хорошо справилась. Мне было очень приятно. И фотографии пошли в тираж. Ну, конечно, да, Ага. пошел в еженедельник. Мгм. Ну, слава богу, первый, как говорится, блин не комом, да? Слава богу. И дальше. Потом закончила институт. Потом я ушла уже с еженедельника «Наше время». Работала в фотоцентре. Но также я у Николая Дьяконова ходила к нему в фотостудию. У Коли Дьяконова. Да. Коля Дьяконов меня фотографировал один Вот. раз. Коля Ага. был фотограф штатный в наше время, который меня учил уже на цифру фотографировать. А тот, кто самый мой первый учитель, наш был легендарный фотограф Доброхотов Владимир Николаевич. Это вот который из Советского Союза, Да, Советского да. Союза, один Он был из самых мой- известных. Ага, моим ага. Ну, у вас учителем. учителя вообще просто шикарные. Да, вообще. Я очень рада. Я такую школу прошла на самом деле. Ага. Вот. Училась у него, ходила в студийные съемки. И потом все-таки я решилась стать конкретно фотографом. Фотографом. Ну, то есть вы в какой-то момент почувствовали, что, оказывается, я сама по себе могу все и как? Конечно. Ага. Когда это пришло осознание? Это, знаете, я уже начала как фотограф сама работать где-то в 2007-2008 году. Мгм. Ну, нужна была техника. Технику купила, все. Сначала фотографировала бесплатно, даже свадьбы. Бесплатно? да, ну это я уже такой человек, ну. опыта набраться. Да, Ага. По Конечно. знакомым, вот по так, да? знакомым так просто, ага. Да, тогда еще социальные сети не сильно были распространены, нет. да, ну то есть рекламу себе делать довольно тяжело, Конечно. да, наверное, скорее всего. Ну и имени еще не было, скорее Еще всего. тогда да. Да, ну, обычно же, когда вот, ну, грубо говоря, уже все равно практически как предприниматель, правильно? Ну да. Сначала работаешь на репутацию, да? То есть вы готовы были работать бесплатно, то есть, собственно, и работали. Работала, конечно, бесплатно.
как говорится, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Именно, да. А первые свои сессии уже за деньги, вот какое ценообразование и все прочее? Вот Ну, в те времена еще цены, конечно, были такие смешные. Ага. Тогда еще полный день свадьбы я снимала за 5000 рублей. Это было очень даже неплохо. Ну, то есть целый день этих молодоженов снимать? Да. Ну, сейчас же очень много, например, да, и конкуренции, и фотографов стало больше, и спроса, и предложения с обеих сторон, скажем Да, так. не спорю, не спорю. Но все же те фотографы в то время, когда я начинала, были совершенно другие, нежели сейчас. Они были как-то душевнее, что ли, можно так сказать. Сейчас молодежь немножко такая, Прагматичная? да. Ну, как бы, скажем так, скорее всего, профессионализм не сильно хромает. Да, Ну, наверное? да. Да, потому что, Ну, сейчас и благо сейчас доступнее. техники, ну, то есть Да. доступа Сейчас очень много. и доступнее вот. обучение. Ага. Да. Очень быстро можно научиться и онлайн, да? Да, Тех- много те- очень онлайн. Техническими всякими этим выкрутасам и всем прочим, потому что, ну, действительно, если человек хочет научиться довольно, ну, скажем так, несложно. Да. А что вы считаете для фотографа, ну, главные характеристики? Что важно? Главное – любовь к своей работе. Мгм. Самое главное. Преданность, да? Я очень люблю свою работу. Мгм. Я иду на нее как на праздник. Знаете, вот на самом деле, если фотографы говорят, ой, завтра опять целый день снимать свадьбу, я так не хочу, я так устал, это не любовь. Мгм. Нужно все-таки в первую очередь любить свою профессию, свою Любить свое работу. призвание, любить свою работу, да? Мгм. А сколько лет уже в вашей студии? Так, студию открыли в 2008 году. Мгм. Уже, Уже прилично. да, Ну, я как фотограф уже 20 лет. 20 лет, уже огромный стаж. Ну да. У меня То есть уже, вы да. начинали с пленки, сейчас уже все, наверное, уже на цифре, да? Уже давно. Да. Хотя многие балуются еще пленочными. Ну, иногда, очень да, даже. да. Но Интересно. считается, что это более живые фотографии. Вот у меня, более- например, в студии коллекция стоит фотоаппаратов. Вот ФЭД, Зенит и Смена. И они все рабочие. Мгм. Пленку поставь, иди И фотографируй. они будут работать, да. Да? Ну, скорее всего, так, да. А сколько нужно учиться, чтобы вообще фотографом хорошим стать? Как вы считаете? Знаете, я до сих пор учусь. Мгм. Я до сих пор учусь. То есть Например? предела нет, скажем так. То есть фотография, она как вид искусства, она не стоит на месте, она двигается. То есть также разные видения, разные приемы фотографии, ракурсы, свет. Технически, в первую очередь, да? Да, Мгм. да. Поэтому, то есть, много интереса, много мастер-классов новых. Мгм. Вот я, если вижу интересный мастер-класс, я схожу. То есть я прошла уже более 20 мастер-классов разных фотографов. Так, У нас, по-моему, риск я чуть-чуть забываю, ага, тут с вами Да-да-да. заговорилась, понимаете. немножко уже трещит. Так, все, его можно уже отключать. Выключать. Да. Все, мы это включаем. Не, ну можно просто с огня снять его. Да? Да, Он готов. да, пусть Да, постоит так. пока. Так, и мы сейчас уже Сейчас мы берем. будем жарить овощи. Можем вот сюда тогда поставить, пусть пока. Овощи мы нарезаем не слишком мелко, средненько. Лук, чеснок, имбирь. Ну вот я вижу, вы лук мелко порезали. Мгм, Имбирь тоже, да? мгм. И будем жарить сейчас. Да. Так, все, можно включать сковородочку. Включать. Мгм. Хорошо. Так, будем жарить мы растительное масло плюс сливочное масло Для вкуса. для комбинации. Эти овощи у нас пойдут в рис. А, подождите, знаете, еще надо чуть-чуть добавить морковки, чтобы она придала цвет нашему рису. Буквально много не надо.
А вы сейчас в какой сфере специализируетесь больше, либо как? Постановочная, студийная, репортажная? В принципе, все. Но не очень люблю предметную. Не очень. Нет, я больше люблю работать с людьми. Мгм. Портреты, да? Да, вот свадьбы, студийная съемка, репортажная, то есть, ну, такой вот. Ну, то есть Детские вы съемки считаете, что это люблю. лучше у вас получается, либо это просто душа лежит? Ну да, просто я люблю общение. Ага. Потому что неодушевленный предмет, он стоит и стоит. Стоит. Ну, как бы отдачи нету. Не интересно. А, Мне нужно видеть эмоции людей. ага. Чтобы Да. сказали, ва, какие хорошие фотографии Вы знаете, получились. когда люди говорят, да, мои клиенты, что им очень понравилось, что это Спасибо самая большое. большая награда Да. на самом деле для фотографа. Ну, не секрет, что с годами, ну, люди хотят еще больше фотографировать. Раньше же, ну как, у нас в советское время была, по-моему, одна фотостудия, все ходили на проспект Ленина, вставали в статичную позу, и у всех, например, ну вот, мы студенческие фотографии смотрим, у всех вообще по шаблону, у всех практически все одинаково. А сейчас, как говорится, и фотостудий много, и возможностей разных интерьерных съемок. Ну, то есть, это что такое? Влияет ли это, да, то, что соцсети и все такое, или Конечно, время у влияет. нас такое? Конечно, влияет. Иногда интересно, когда приходят клиенты, где дедушки, уже такие лет за 60, они приходят и говорят, вот фотоешь, они, внученька, хватит фоткать, у тебя, говорит, пленка-то, говорит, не хватит. Не понимаю, что Так, такое. нужно поменьше, как убавить? Поменьше, вот минус. Ага. Так, ну вы смотрите, там плюс-минус сами нажимаете. Ну или можете мне сказать. Соцсети очень влияют. Ну да, нет, ну вот я к тому, что люди хотят больше фотографироваться, да, специально для себя фотосессии устраивать и все прочее, но с другой стороны и конкуренция, скорее всего, растет. Конкуренция, да, растет. Наступает на пятки. Ну, здоровая конкуренция – это хорошо, на самом деле. Когда есть из кого выбирать. Да, когда есть с кем. Вот здоровая конкуренция именно не такая, когда вот там друг друга хаят. Говорят, да ну, что за фотограф? Да фотки у него стрёмные и тому подобное. Ага. Ну, вот я такого не понимаю на самом деле. Хочешь побороться, ты борись честно. Ну да, потому что у каждого фотографа, который, ну, тем более, что у вас вы больше 20 лет фотографируете, наверняка есть свой круг постоянных клиентов Да. и все прочее, да? Да, вот у меня есть клиенты, Но которые уже... наверняка есть удавшиеся кадры, которыми вы гордитесь. Не было желания фотовыставку свою устроить? Фотовыставки, знаете, раньше мы делали фотовыставки. Это сейчас нынешнее поколение не это. А в те времена мы делали фотовыставки постоянно разные. Причем Ну, персональную фотовыставку сделать. персонально, да, хотелось бы, конечно, может, со временем все-таки надумаю. Вот, скажем, тогда одна из целей ваших получается, или мечтает так? Ну да, почему нет-то, конечно. Это, наверное, каждый фотограф хочет. Так, ну чеснока вы много кладете, да? Ну, чеснока, да, нужно это так прилично. Потому что у нас рис должен быть немножко такой специфический вкус. Немножечко такой, со стринкой. И тоже режем его не мелко. Так, средненько. Довольно крупно. Да. Так, у нас был лук, имбирь, морковки Морковка. чуть-чуть для цвета, да, вы сказали, и чеснок пошел. Да. И дальше уже пойду, по-моему, креветки пойдут туда, Да, да? нет. Или а креветки отдельно? Креветки отдельно. Это мы в рис делаем. А, в рис мы это делаем? Конечно. А, Вот у нас рис будет такой, с ню-ню-ню. таким вкусом. О, чеснок, вот сразу запах дал, да? Ага. Огня достаточно? Да. Потому что морковка и лук они долго жарятся, чтобы не перегорели. Пусть лучше немножечко так вот. С годами техника меняется? Конечно, меняется. Но мне кажется, Спасибо. линзы такие же остаются или нет? Линзы, ну, есть и новые. Что-то разве можно придумать? Ну, физически.
Я как физик могу сказать, что ну оптика, ну сделал что-то один раз хорошо и все. Улучшить практически невозможно. Или нет? Ошибаюсь? Ну, все-таки есть новые. Не, ну понятно, там количество пикселей растет, да, матрицы новые все придумают, процессоры крутые там, да. Новые, либо это больше маркетинг. Но все же разница есть. Все же разница есть. Всё же Ну, разница с годами все равно, да. Да. То есть я, когда начинала, да, у меня был любительский фотоаппарат, скажем так, полупроф. Нет, уже когда я начала профессиональную деятельность. Ну. Ага. И потом, когда я купила уже профессиональный фотоаппарат, разница колоссальная на самом деле. Ну, зеркалку. У меня была до этого зеркалка. Да, тогда зеркалка уже все, зеркалка это Да. уже только профессионалы. А сейчас, ну, зеркалка, вот пошел в магазин, Да, купил. сначала у меня был Canon 450D, Так, ага, а потом я сразу купила Canon Mark 5D. 5D. Вау, это вообще вот так сразу. Да, Ну, вот разница ощутима. колоссальная. Ага. А фирмы, вот Canon предпочитаете? Я Canon больше люблю. Конечно, Nikon тоже неплохой, я не спорю. Но картинка... Ну, до сих пор Canon. споры идут, что лучше, Canon? Это извечный вопрос. Извечный вопрос, да. Что лучше сейчас еще? Есть канонические фотографисты, есть Да, сейчас никонические еще фотографисты. Sony, Fuji. Да. Это вечный Коника вопрос. Минольта тоже никто не отменял, Ну по да. большому счету, да? Так, Лейку. ну Лейка. Это вообще, да? Это да. Так, долго надо еще это делать? Нет, Уже почти все? все. И потом сюда мы смешиваем. Это мы сюда, Или потом... это туда, либо это сюда? Не-не-не, это мы сюда. Это сюда или Да, это это туда? мы сюда. Нам посолить и поперчить остается. И рис наш готов. Так, давайте вот так вот покажем, ага, что у нас Вот там. у нас поджарились овощи до золотистого цвета. И смешиваем просто с рисом. Смешиваем с рисом. Надо же. Да. Так, это можно выключить, Это оказывается. пока выключу. Сейчас мы еще будем креветочки жарить. Хорошо, креветочки. Так, Это уже не нужно. это не нать. Да, Ага. это вот так в сторону отложим мы, Понимаете? аккуратно на салфеткой, чтобы у Так, нас... все вот смешиваем. Так, нужно сюда еще масло добавить чуть-чуть. Сливочного. Сливочного. Давайте добавим. Так, И просто помешать, да? просто помешать. И сейчас перчик еще нам нужно. Так, это вот так вот, да? Да, крутить просто. Ага. Перцы. Специальных каких-то азиатских специй не используют. Это имбирь. Имбирь. Все. Да. Так, Азиатский еще имбирь. соль чуть-чуть. И соли. Все. Все. Так, и теперь мы будем жарить креветочки. Ну, как у вас хорошо Ну вот. получается. Ну, спасибо. Первый раз. Скажу я скромно. Так, И мы пошли теперь... теперь мы будем жарить Ай. креветки. Креветки мы жарим также растительное масло плюс Тоже сливочное. сливочное масло. Как вы желаете. Мне кажется, на большом огне, да? На сильном огне надо. Нет, Не на сильном? сильный не надо. Ну да, креветки же нежные. Да, иначе Или нам же нет? еще с соусом их делать, поэтому сильно нам не дать огонь. Все ясно. Так, еще чуть-чуть. Сковородка у нас уже нагревается. Так, вот креветочки. Вот так. Уи. Сейчас у нас плитка чуть-чуть криво стоит, ну ничего. Ну и что я предлагаю? Хитрый способ. Вот так взять салфеточку и вот так подложить. А. Голь на выдумке хитра. Ага. Так, все у нас разогрелось. Можно И пошли креветки. креветочки. Да. Вилкой хотите, вот ложкой, если что. Так, Ну вот вы фотографируете. А сами для себя фотосессии устраиваете? вот честно говоря, я как сапожник без сапог. Да? Редко бывает. Да.
Ну, либо коллеги там говорят, Ань, давай я тебе сфотою. Ну, вот у меня коллега, да, с которой мы работаем, Надежда Куин вместе, она периодически меня фотографирует. Ну, друг друга вы, наверное, Ну, да. балуете. Ага. Или новые какие-то техники отрабатываете. В да, или- основном, знаете, когда мы новый интерьер ставим, А, да, мы да, на да. себе его опробуем, Ага. как получается. А, новый интерьер это именно в студии вашей? В студии, да. А, да, ну, скорее всего, сезонный. Ну, вот скоро, недавно у нас Новый год, Новый год новогодний был. антураж, да, наверное? Каждый год мы делаем новые интерьеры, потому что у нас очень много постоянных клиентов, которые ходят уже и по 10 лет, и больше. Ну, вот я про это и говорю. Это Да. лояльные клиенты, И- которые Да, ну, и нравится с вами поэтому работать. и нужно всё. же, чтобы новые интерьеры были, новые фоточки. И клиенты частенько заранее спрашивают, а в этом году какая цветовая гамма, там туда-сюда. А, ну да. Ага. Чтобы они... Сейчас же очень модно, да, в одну одежду, какой-то Да, единый стиль. да. А вы это тоже своим клиентам помогаете? Ну, это подбирать? конечно, обязательно. Потому что Какое-то это, художественное решение, Да-да-да. там, да, единое. это очень, на самом деле, когда в одной цветовой палитре, чем лучше смо- смотрится. То есть, смотрится если красиво. кто-то будет красный, желтый, синий, зеленый, Да, там, вообще что-то ну, как-то, это ага. будет пестро. Не то, да? Либо Да. наоборот, все пестрые, вот тогда да. Желательно, чтобы было Эклектика. не больше 2-3 цветов. А, вот, по одежде всё. классическое решение. Ну, стандарт это всегда же, да, синие джинсы, белый верх. Да. Даже? Ну, красиво. Либо все в черном, Да, либо в черном, либо все в белом. либо все в белом. Так, креветочки мы обжариваем с двух сторон. А, вот так аккуратно переворачиваете, да? Аккуратненько, ага, потому что они быстренько очень готовятся. Так, а вы сколько раз ходили на фотосессию? Ой, я даже не скажу, но очень много фотосессий. И семейных, и себя. И Ну, какой вы молодец. Да, и я знаю, что, ну вот у меня и как бы профессия последние годы, да, иногда бывает и для промо, передачи и все прочее, да. Я знаю, что фотосессия, понятное дело, для человека, который фотографирует, это очень тяжелый труд. И очень тяжелый труд для моделей. Да. Если это какая-то постановочная съемка, то, как говорится, не всякие нервы это выдерживает. Согласитесь? Что вы делаете обычно, когда, вот, ну, допустим, дети капризные или старики там устали? Не все улыбаются, тяжело, с минорными выражением лица сидят. Я, знаете, я человек-праздник, можно сказать. Я развлекаю, как могу. Ага. То есть с детьми особенно, когда в одной руке фотоаппарат, в другой руке погремушка. Что-то вот, ну, когда совсем маленькие. Люблю, да, ну какие-то шутки, конечно, Да. чтобы рассмешить, чтобы улыбнулись, создать хорошее настроение, обязательно это надо. Ну, какую-то вот такую общую тональность, да? Да-да-да. Выбрать, да. Нужно общаться со своими клиентами. Вот доброжелательно, чтобы они с улыбкой были. То есть у них сразу поднимается настроение, у вас настроение хорошее. Фотосессия проходит замечательно тогда. Ну, считается же, что вот представители вашей профессии до своего рода психологи. Ну, есть такое, да. Общаются во время съемки, какой-то такой вот эмоциональный Так, контакт. только наладить. посмотрите, пожалуйста, за креветочками. Сейчас Да? мы будем добавлять еще кисло-сладкий соус. Это специальный соус какой-то? Да, кисло-сладкий соус. Так. Он подходит и для креветок, то есть ну, для разных блюд. Основа, я это вижу, томаты. Да, да. Так, вот у нас креветочки, все, они практически готовы. Теперь мы немножко добавляем соус, много не надо. И нужно будет, чтобы они Для аромата. буквально минуточку-две. Потушились. Да. Ну, он же как бы жидкий. О, Может быть, чуть-чуть огня чуть побольше сделать, потому что это же холодное. Да? все, их можно чуть-чуть, спасибо. Чуть-чуть перемешать с двух сторон, чтобы... А кого любите больше фотографировать? Мужчины, женщины, дети? Честно? Специальные модели, да. Честно? Да. Я люблю жанр ню. Нью? Да. Вау. Ну, редкие люди соглашаются. Ну, для себя чисто, наверное. Ну да. Ага. Ну, бывает и мужчины, и женщины приходят на такой жанр. Пары. Ну, почему? Ну, и бывают А, и пары, и да отдельно. ладно? Да? Ну, к сожалению, это нельзя нигде фотографировать, нигде публиковать. Ну, кто-то разрешает, Даже. да. Ага. Кто-то нет, конечно. Кто-то Ну. для себя, кто-то для любимого, как подарок. Еще люблю деток фоткать. Ага. Детки очень интересны. А с годами вообще количество работы увеличивается, прибавляется?
Либо так же? Как считаете? Ну, нет, конечно, сейчас, так как сейчас большой спрос, фотографов много, работы, конечно, уже чуть поменьше. Да, ну и, Нежели, чем было раньше. ну и многие, у многих Да, телефоны уже да, с камерами. Да. Многие сами себя. Сами На себя. телефончики, ага. Есть Потом такое. берут редакторы, раз обработали, фильтры. Сейчас все в телефонах. Все в телефоне, делают, да. И ага. поэтому говорят, ну зачем Хотя деньги на тратить? самом деле профессиональная фотография обязательно нужна. Ну, обязательно, я тоже так считаю. Потому что я Никакой считаю, телефон всё например, равно что не вы, заменит. фотографы, не зря свой хлеб едите. Да? Так, все это можно отключать. Отключать. Ну, мы снимаем с огня тогда просто Ага. и вот просто берем отключать. Уже у нас готово. Все это готово. Прекрасно. Лента у нас готова. А раз уж мы коснулись такой, ну, скажем так, щекотливой темы, как деньги, но можно ли много заработать на фотографировании? Ну, можно. Можно. Ну, Если на правильно хлеб- поставить свой бизнес, можно. Мгм. Если конкретно заниматься коммерческим фото, да. Мгм. У меня, например, я такой фотограф, что у меня 50 на 50. Мгм. 50 коммерческих, 50 для Творчество, себя. творчество, да? То есть я могу, знаете, иногда могут прийти бабушка с дедушкой фотографироваться, но я не возьму с них денег. Мгм. Ну, Фотографируем посмотрите, подарок, да, да. ситуацию. Да? Многодетные семьи приходят. Я могу в половину сразу цену убавить, либо вообще бесплатно сфотографировать. Мгм. И мне всегда говорят: Аня, ты никогда денег не заработаешь. Ну, такой я человек, меня так воспитали. Конечно, можно на этом заработать, но не я, наверное. Ну, решили, значит, все, да? Да. И еще один такой, может быть, провокационный вопрос. Были у вас провалы? Допустим, сделали пленку, а потом нас засветили, что-нибудь такое. Ну, было... Либо там неудачное что-то, там цветокоррекция, там баланс белого не выставили вовремя. Нет, там. единственный раз, знаете, у меня была техника, она свойственна ломаться. Да, подводит. Да. Да. Куда-то приехали на репортаж, выехали, раз что-то Нет, там. вот отфотографировала свадьбу, приехала домой, а флешка требует форматирования. О, да, это вот. Это было да. Это косяк, да. А свадьбу второй раз не сыграешь. Свадьбу второй раз не сыграешь. Да. Но благо, конечно, есть программы восстанавливающие. Часть я, конечно, восстановила, Ну, слава богу, хоть. да, а вторую часть просто заново отсняли. А, Молодожены согласились. ну, то есть специально сделали Да. фотосессию Да, для там себя. пропали кадры прогулки, поэтому просто заново оделись и еще раз сфотографировались. Ну, слава богу, навстречу пошли. Ну, Да. то есть всегда можно найти выход из положения. да. Ну да, но с другой стороны, если какой-то выезд, репортаж, ну, допустим, что-то можно же тоже, да? Можно, конечно. Мгм. Ну, увы. Главное, чтобы клиенты, то есть, чтобы мы друг другу навстречу пошли и поняли друг Мгм, друга. ну, Ну, то есть, ситуацию. не виновата я, что так случилось. Ну Но да, технике да. свойственно ломаться. Бывает. Так, Так, теперь нам нужно выложить в блюдо. вот он нам, Да. Семен нам очень красивые тарелочки Так, вот спасибо большое. делал. Да, вы... Нет, мы, знаете, нам нужно, можно в одно блюдо это все высыпать, сверху положить креветочки. Я предлагаю в два, Да? вам и мне. Хорошо. Вы пока накладывайте, я буду готовиться к тому, Давайте. чтобы кушать. Давайте. Два. Самая любимая часть передачи. Так. Вы упомянули, что у вас очень хорошие учителя были. Да. Да, а вы сейчас сами учите кого-нибудь, Ну, бывает. да? Бывает, Ну, ага. то есть начинающие фотографы к вам приходят. Да, у меня Что сейчас в вы- данный что- момент есть ученица. Мгм. Вот. Что вы посоветовали бы в первую очередь, ну, начинающим фотографам? Ну, конечно, самое главное это, чтобы у них было стремление, любовь к своей работе. То есть желание. Мгм. Желание делать, как говорится, творить и вытворять. Мгм. Творить Да. красоту, да? Да, творить красоту. И никогда не унывать, если что-то не получается. Не получилось один раз, получится второй раз. Обязательно сейчас для того, чтобы стать фотографом, ну, допустим, да, вот человеком, который снимает, обязательно где-то учиться. Ну, желательно. Желательно. Ну, то хотя есть бы курсы пройти фотографа, это надо. Ну, техническую, чтобы овладеть техникой. Да. Это надо. Потому что все равно азы фотографии, азы
композиционные, ну, то есть чувство композиции, постановки света, тени. Ну, это обязательно. Ну, нужно знать. часто же бывает в компании, например, ну вот компания друзей, да, человек 10, и говорят, вот пусть фотографирует Маша, потому что она все время хорошо фотографирует. Ага. Часто же так бывает? Бывает? Ну, допустим, говорит, пусть его фотографирует Вова, говорит, вот у него хороший, у кого там, ну, условно, iPhone 14, ну, и он, говорит, хорошо фотографирует, пусть он фотографирует. То есть у человека уже природное какое-то Да, у видение него есть композиции. видение композиции, да. Да, ну, как-то людей расставить, сказать, ты вот в этой позе и все прочее. Потому что же тоже же важно, выгодно подать модель. Так? Конечно, конечно. Итак, мы сервирнули, у вас вилочка есть. Да. Аня, ну давайте попробуем, что у вас Давайте получилось. попробуем, В первую очередь, что я наваяла. Да, в первую очередь, конечно, я возьму креветку чуть-чуть с рисом. Здорово, класс. А теперь рис. Яйцо. На азиатскую тему. Ну, спасибо, очень вкусно. И у нас еще немножко времени осталось. Какое ваше самое любимое блюдо? Ну, раз уж мы немножко об еде пошли. Самое любимое блюдо? Ага, Строганина. строганина. Ну, как человек, который живет в Якутии. Да-да-да. Не, Это я люблю. не без этого, да? А как вообще к якутской кухне относитесь? Я очень люблю якутскую кухню. Строганину, индигирку, печень, жеребятину, строганину. Вообще Очень люблю. Все подряд, да? А эти исминая, например, потрошка, Ну, иногда. иногда, да? Вы сказали, что вы очень много же работаете. Много. Да. А как вы отдыхаете? Знаете, если я в Якутске, я не отдыхаю. Чтобы мне отдохнуть, мне нужно уехать. Я обычно уезжаю, чтобы отдохнуть. И что там делаете? Но я езжу в основном, конечно, куда-нибудь в Санкт-Петербург. Ну, зимой я в основном где-то в феврале, в марте месяце частенько уезжаю в Таиланд, Вьетнам. Ну, на моря. Да. Ну, и вот там. И там я просто отдыхаю. Я даже фотоаппарат с собой не беру, честно. То есть отдых такой. Ну, то есть во время отдыха, ну, телефоном, наверное, фотоете же. Телефоном-то, конечно. Да, но специально как, ну, как бы, Да, вот в Таиланд, например, приезжаешь, и там наши якутские узнают, что давай пофотаемся. Не, фотоаппарат я с собой не брала. без работы, да, Да, типа? вот только так я отдыхаю. Если я в Якутске, то у меня отдыха нет. То есть какая-то такая своего рода перезагрузка. А бывает такое, что, ну, работаете, и какое-то такое, ну, выгорание, либо работать не хочется. Как Ну, вы себя вдохновляете? Бывает такое, но это когда очень устаешь. Ну, все равно же, ну, в какой-то момент Бывает. человек бывает, что... Но я себя, знаете, как сказать, внутренне пинаю, заставляю. Сказала, встала и пошла. Вот такое, надо, Аня, Да, надо. надо. М, Тем более идешь не на каторгу, идешь на любимую работу. Вперед. Работать и все, да? Да. Но на самом деле, когда начинаю работать, все, моя вся усталость забывается. Забывается все. Все хорошечно становится. И опять с силами и тому подобное. Могу с утра до ночи. Потом домой прийти и так вот дынь, Валиться. свалиться. Да. Ань, спасибо большое за интересную беседу, за очень вкусное блюдо. Я рада, что вам понравилось. Да, и у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, хочу пожелать нашим телезрителям. Кушайте вкусно, просто. О, как мы. Да, как мы. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была фотограф Анна Петерсон. Аня, еще раз спасибо большое. А я Петр Цупандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья. До свидания.